26 марта исполняется год со дня гибели командира десантно-штурмовой роты гвардии капитана Владимира Носова. Офицер морской пехоты принимал участие в специальной военной операции на Украине и погиб героем. О жизни и подвиге Владимира Носова рассказали его земляки в памятном видеоконцерте «Реквием о герое». Постановка была показана в родном селе героя Коровий ручей Усть-Илимского района, а в эти дни побывала в соседнем Ижемском районе. Дарья Вологжанина расскажет подробнее. Когда ты перешел в 6 класс, я стал твоим классным руководителем и учителем истории. Ты тогда был еще совсем маленьким мальчиком, самым обыкновенным ребенком. Кто бы мог подумать, что спустя годы мои дети будут учиться в школе, носящей твое имя. История жизни в одном уроке. О мужестве, героизме и огромной любви к родине. 26 марта – скорбная для республики дата. Пройдет ровно год с последнего боя гвардии капитана Владимира Носова. Он родился в селе Коровий ручей Усть-Илимского района. Здесь он вырос, отсюда уехал учиться в Рязанское высшее воздушно-десантное училище, а когда Родина приказала, направился ее защищать. В конце марта 2022 года он спас окруженную противником соседнюю роту, но сам из того боя не вернулся. Посмертно Владимир Носов был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Его именем назвали Коровье-Ручейскую школу, а сам он навсегда застыл в камне у ее крыльца, как символ преданности Родине, вечный ориентир мужества, доблести и чести. Видеоконцерт «Реквием по герою» – история жизни и подвига Усть-Илима, рассказанная его близкими людьми, племянником, его учителем и теми, с кем когда-то вместе воспитывался в военно-патриотическом клубе «Беркут». Сценарий «Реквиема» писался, честно говоря, очень легко, потому что знал я Владимира лично, был его классным руководителем, учителем, руководил клубом «Беркут», в котором он был командиром. Много-много времени за время его учебы в школе мы проводили вместе, ездили на соревнования, ездили на игры, участвовали в самых различных патриотических мероприятиях. И поэтому, когда вот я решил написать этот сценарий, то оставалось только немножко вспомнить, и все само по себе ложилось вот в эти строки, которые сегодня так тепло принимал весь зал. Со сцены в тот день звучали воспоминания о том, каким был Владимир Носов, через какие испытания пришлось офицеру пройти. И сегодня он – пример беззаветного служения своему Отечеству, пример, которому следуют будущие защитники нашей страны. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Евгений Носов, племянник Владимира Николаевича, командир 10-го кадетского взвода Коровье-Ручейской школы. Хочет стать военным, как дядя. Готовится к поступлению в военное училище. Я в этом выступлении принимаю участие, читаю стихотворение. Стихотворение называется «Песня о звездах». Когда выходишь на сцену, вот, смотришь, что сколько человек много пришли посмотреть на концерт моего дяди. Сразу берет гордость за дядю. Не пропускает ни одну постановку мама героя, Надежда Владимировна. И каждый раз в ее глазах слезы и тихая материнская гордость за сына. Женщину, воспитавшую настоящего героя, зал приветствует стоя. Школа делает очень нужную работу. Это нужно не только нам, не только мне, как маме. Это нужно вообще всем детям, всем, чтобы они знали, что такое Родина, что такое отчизна, что такое честь. Чтобы знали героев лицом.
Реквием героя не оставил никого равнодушным в зрительном зале. Сдерживать эмоции было трудно. Глаза гостей блестели от слез. Слез гордости за нашего героя. Это был своеобразный урок мужества, который должен посмотреть каждый. Дарья Волокжанина, Дмитрий Булаев, Роман Боровиков, телеканал Юрган.